Абзира шума сатырскот или хупшта шара шахупшта даратара абсвот шазхо ехет бих тыжимта азахкит ашепылымпыл. Хатала хазат кылуйт ашепылымпыл Академия Юнити. Александр Кухони ахтпыладжи ейцыр дырваще пылымпыласюб. Ария спорт хкыт шухучы загубылрейкит. Рапхядзатбе профессионал контракты на пацаевит ахуаныр цвип шуксани хыцваз. Уйнаркны духмархет урыстпылы уянтыцы и уйпшимаще пылымпыл в клуб кырзы. Вивипш бешуксаши хыцваги ярейзышта ям то по футбол аныжраху азипхядзит. И псепш бзе и буза футбол дaqodzna тренери занат ичазыкит. Ярибзурала хазну ашукса прилемзазы акваятит. Ашепылымпыл Академия Юнити. Она называется так еще Академия, необычная школа, потому что у нас система Академии. Эта идея родилась у меня в голове, но я ее воплотил вместе с моим коллегой, с моим другом Гиви Тодуа. И вот мы с ним вместе взаимствуем систему Академии у зарубежных школ, британских школ, английских школ в частности. То есть мы свою методику, вообще методику преподавания и вообще всего, что у нас, все, что у нас есть так сказать, в нашем меню, мы все взаимствуем с британских школ и переносим их на абхазский менталитет, на абхазских детей, родителей. То есть мы пытаемся взаимодействовать. Первое, чем мы отличаемся от всех, мы не ограждаем детей от родителей. То есть мы понимаем, что дети очень сильно привязаны к родителям, и мы работаем как и с детьми, так и с родителями. Мы не можем слепо копировать европейские методики и перенимать у них, потому что нужно все равно подстраивать, я вам даже скажу, не под отдельную группу, а под каждого ребенка даже. Ахучкой чуцока дербарахтула джиqama стандарт корыла шепылымпыласуюча купшцарадзара. Абриау прапхядзиргылан Академия уусуюча хылкы хадасирыму. Аха убри наваргылан азыqaцуюча зиграпхи дыргылуйт ахучи хатара. Уярпша илоqas шебзе квахшуйзушра рзура. Даришыр пхядзуала хучу юныцqалы хыда куйтны дуадзари напызлаку аусачки эйха ахучиараква айрпшуйт. Мы принимаем детей с 6 лет. Теперь у нас есть одна самая маленькая группа, наши маленькие друзья, которым еще не всем 5 лет, они еще все ходят в садик, еще не все полностью выговаривают свои имена, еще не все даже не то, что ровно бегают, еще даже не все ровно ходят. Вот мы с ними работаем, это очень большой эксперимент, очень большой опыт для нас. И если вы можете себе представить поведение 4-летнего ребенка, вы представили сейчас себе, а представьте, когда их 12. К примеру. И вот мы с этим работаем, а принимаем детей теперь мы только с 6 лет. Сейчас у нас есть самая старшая группа 2012 года рождения, детям 7 лет, самым старшим. У нас 3 группы: 7 лет, 6 лет и 5 лет. Выпускать детей пока рано. Вы знаете, у футболиста, у ребенка нет, как вам сказать, определенного времени, когда ему нужно выпускаться. Это все индивидуально, и у нас многолетняя подготовка, то есть мы не можем ему сразу дать много знаний. То есть всегда хочется что-то дать больше, и родителям, наверное, хочется, ребенок, у него есть родители, и родителю хочется, чтобы ребенок сразу и много всего знал, но мы не можем его загрузить, потому что нам нужно как фундамент заложить ему и каждую отдельную частицу ему объяснить отдельно, потому что если будут пробелы в базовых знаниях, то потом их уже им не научиться потом. Вы знаете, у нас есть такой не эксперимент, уже сложившаяся такая у нас концепция. Самая старшая группа, 7-летние дети, перед каждой тренировкой мы собираемся, во-первых, за полчаса, и перед началом занятия 15 минут у нас происходит командное образование. Мы садимся в круг, вы, наверное, наблюдали это вчера, мы садимся в круг и начинаем обсуждать, как дела у нас в школе, что мы поели, у кого есть силы. Мы рассказываем детям, пытаемся им объяснить, как нужно себя вести на поле, с партнерами, с противниками, с судьями, с болельщиками, с родителями, с тренерами, как правильно нужно разговаривать. Вы сами обратили внимание, что ребенок вчера отжимался за какое-то слово, за как наказание. То есть мы детей можем наказать отжиманиями или отстранить их на 5 минут только из-за какого-то вызывающего поведения. Не в смысле, что он очень буйный, хочет играться. Нет, мы наоборот детям даем перед тренировкой и даже во время тренировки 5-10 минут, чтобы они делали все, что они хотят. Потому что они хотят поиграться, они прежде всего еще дети. И когда они только приходят, они только увидели друг друга, они не видели там друг друга целые выходные или один день.
день, им хочется пообщаться, и мы предоставляем им эту возможность, чтобы потом было легче их собрать. И перед тренировкой у нас происходит командное образование, и уже наблюдается у детей, как они начинают дружить вне поля, как они проведывают друг друга, когда у кого-то что-то случается со здоровьем, как они переживают друг за друга, как, когда кто-то лежит, как они подбегают, как они делятся шоколадками, как у кого-то нет воды, они делятся друг с другом водой, понимаете? То есть сначала этого не было. И как мы только внедрили вот это командное образование, это стало проявляться, и мы просто со стороны наблюдаем. Вы знаете, сейчас очень мало у нас как взрослого и тренерского вмешательства, потому что мы больше наблюдаем. Мы наблюдаем и складываем о каждом свое впечатление и пытаемся индивидуально каждому помочь. То есть всем, если мы будем одно и то же говорить всем, мы им не поможем, потому что каждому человеку нужно по-своему обращаться, и поэтому вы, наверное, тоже видели, индивидуально их отводим, и даже мы не разговариваем даже с ними стоя. Мы обязательно, когда с ними разговариваем, мы встаем на колено или немного присаживаемся, чтобы глаза в глаза с ними разговаривать. Кто 4 получил? Я же не спросил, кто 5. В классе до утра мы с Давидом не ставят еще ничего. Потому что в первом классе Кто получил у нас? а нам ставят. По какому? По пению? Что? По пению. А мы с Давидом сегодня выступали. Вы знаете, Всем надо говорить. До утра будем выгонять. рассказывать. Я знаю, когда Знаете, что подумал? Потому что Вы слышали, Дауд? Мы там посидели, посмеялись, теперь мы играем. Я увижу твой смех еще раз. Скажите, почему это умные догонял? Кто знает, почему? потому что мы веселиться. Детская психология, она настолько ранимая, она настолько неустойчивая и очень сильно подвержена изменениям, что этого нельзя никак недооценивать, потому что если ребенок чувствует, что ему что-то нужно сделать такое, после этого последует какая-то реакция негативная, ребенок перестанет это делать. Он начнет делать вещи, какие-то легкие вещи, которые ему легко поддаются, понимаете, он не будет рисковать. Ребенок, зная, что его за что-то поругают, или его плохо оценит тренер, или его поругает отец, или мама, которая пришла на трибуну, и он станет очень сильно скованным. И когда он вырастет, если он станет футболистом, то станет очень посредственным футболистом, без принятия решений, без инициативности будет проявляться, понимаете? И поэтому в работе с родителями мы постоянно это подчеркиваем. И на сегодняшний день у нас очень доверительные со всеми отношения. И мы попытались, и мне, как мне кажется, мы объяснили всем, что любое замечание или вообще похвала, которая направлена к ребенку, она очень сильно влияет на его настроение, понимаете? И почему именно такая методика? Мы же заимствуем методику европейских стран, и там совсем по-другому. Я сам имел опыт играть против европейских детских команд, и когда я видел, что мои оппоненты делали с мячом какие-то виртуозные вещи, и даже они ошибались, пропускали голы, им просто аплодировали просто за инициативу. А я мог сделать какую-то незначительную ошибку и услышать такое про себя, и я боялся, что меня заменят, то есть отправят отдыхать, и меня это очень сковывало, понимаете? А наших детей мы пытаемся так воспитать, чтобы они были раскрепощенные, чтобы они делали какие-то нестандартные вещи, чтобы они были изобретателями, понимаете, на поле. Очень, личностями, знаете, очень мало личностей на поле. Прошу прощения, вы футболист или психолог? Вы знаете, чтобы стать тренером, все говорят, нужно убить себе футболиста. Такая, знаете, распространенная фраза. Не все хорошие футболисты Да. смогут преподавать
Я в это не верю, вы знаете, мне кажется, я всегда буду футболистом в душе, но это, знаете, очень такое емкое понятие. Если на него взглянуть, вот если копнуть немного поглубже, это очень емкое понятие. И именно опыт игры в футбол мне позволил так обращаться с детьми, потому что я и сам встречал в детстве, вот я только что вам рассказал, что я был скован, понимаете, и теперь мне хочется, чтобы ребенок, который пришел к нам на занятия, он был очень раскрепощенным. Понимаете, иногда у нас с моим коллегой, мой великолепный коллега Нукзар Ханагва, который помогает мне во всем, и не он мне помогает, а иногда даже, вы знаете, как-то мы так гармонируем, что мы друг друга дополняем, понимаете, то есть он, знаете, есть такой добрый, злой полицейский, и я не успел выбрать доброго полицейского, мне довелось стать злым полицейским, потому что я больше слежу за дисциплиной. Мы оба очень сильно любим детей, и очень тяжело быть с ними строгими, понимаете, но все равно приходится. И когда психология ребенка учитывается, и когда ребенок становится личностью на поле, когда ему ничего не мешает, он расцветает, мне кажется, вы знаете. Иазгәаҭатәуп атренерцәа рхаҭақәа афутбол аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара аиҿартәышьа иадҳәаланы ирдыруа шырацәоугьы, аҳәаанырцәа ирбахьоу шырацәоугьы, аҳәаанырцәа ирбахьоу шмаҷымгьы, иасыҽны иҿыцу акаҵара иаҿуп. Ирдыруа аҿы иаангылаӡом, асеминарқәа ирхысуеит, иаԥхьоит еиуеиԥшым алитература. Избанзар, уск уанаҿу есааира удыррақәа ирыцуҵалароуп, еиҳарак ахәыҷқәа ус анрыдууло, мамзар алҵшәа бзиақәа ҟалаӡом ҳәа рыԥхьаӡоит дара. У нас расписан план событий, мы его обсуждаем, мы убираем все лишнее, мы что-то добавляем, мы советуемся, приезжаем пораньше, что-то расставляем, меняем, видоизменяем, усложняем, понимаете, все анализируем. После тренировки у нас подробный анализ каждого ребенка. Знаете, у нас такая, как вам сказать, вот возвращаясь к психологии, когда на тренировке дети делают какие-то нестандартные вещи, и мы спрашиваем друг друга с коллегой, мы же его этому не учили, понимаете? Но и сразу мы понимаем, что мы ему не помешали, это он сам, понимаете? То есть мы ни при чем, он сам. Мы просто ему не помешали, мы просто его не сковали, понимаете, в кандалы, и он до этого додумался. Мы недавно были в Краснодаре, у нас было двухнедельное обучение, мы получили категорию С с коллегой, то есть это определенная степень, с которой там дальше после С, Б, А, УЕФА Про и так далее. То есть мы сейчас получили эту первое Д, мы получили С, на отлично сдали и теорию, и практику. Академия тренерцәа ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит есыҽны, амҽыша ҟаламҵакәан. Ирымоуп еиуеиԥшым агәыԥқәа, гәыԥцыԥхьаӡа рхатә график рзыԥҵәоуп. Зны-зынла аԥсшьара мшқәа раан ахәмаррақәа мҩаԥыргоит, ахәыҷқәа рыдыркылоит фышықәса нархыҵлак инаркны. Дара рышәқәа аартуп ашьапылампыл ахәмарра зҵарц зҭаху зегьы рзын. У нас есть такой секрет, что когда дети у нас на занятии, мы не пытаемся, пока это не мешает тренировочному процессу, мы вообще не обращаем внимания на негативные стороны, мы только подмечаем позитивные. То есть если 3 детей, и 2 из них занимаются чем-то другим, а один ребенок что-то выполняет правильно, мы начинаем хвалить его, а дети, они любят внимание и похвалу. И дети, услышав это, начинают повторять за ним, понимаете? То есть если мы их поругаем и скажем, делай это, они могут не так понять. А здесь мы их стимулируем, мотивируем к этому. Все хотят быть молодцами. Очень сдержанно и аккуратно себя ведем со всеми, чтобы мы не даем понять тем людям, которые на сегодняшний день уже научились чему-то. Понимаете? И самое главное, самая распространенная ошибка детей и их родителей, если у ребенка сейчас что-то не получается, они же видят, что есть в группе ребенок, у которого очень много чего получается. И волей-неволей родитель, он же переживает за ребенка, и у него начинаются сравнения. Но на самом деле человек, который сегодня может больше, у него меньше площадки для развития, а человек, который может меньше, у него есть большая площадь развиваться, понимаете? То есть у него больше времени, у него больше возможностей, понимаете? И мы отмечаем такие вещи, даже когда у ребенка что-то не получается, даже когда ребенок трудится, вот он думает правильно, но у него просто не хватает сил. Мы это все фиксируем, мы это все записываем, все подмечаем, и детям не даем разочаровываться в себе, если они хуже кого-то, мы их хвалим за другие вещи, и они чувствуют себя полноценными членами команды. Ҳәарада арҭ ахәыҷқәа зегьы раԥхьаҟа шьапылампыл асыҩцәа дуқәахаӡом, аха атренер иажәақәа рыла зегьы ауаҩра рылҵроуп. Убри ауп аспорт инаваргыланы дара хықәкы хадас ирымоугьы. Иҟалоит зны-зынла аӡаратә процесс еиҳа аамҭа нақәдырӡуа шьапылампыл аасҭа, избанзар раԥхьатәи азҵаара ӡбамхар аҩбатәи алҵшәа бзиақәа аанашьҭӡом. У нас аккаунты и в
в Инстаграм и в Фейсбук есть прямой номер, можно позвонить, узнать наше расписание, когда и где у нас проходят занятия, привести ребенка. Мы его должны сначала посмотреть. К нам приводят детей, мы детей просматриваем около 2 недель. В любом случае, бывает, когда на первый взгляд видно, что ребенку пока рано идти на футбол. Просто у детей так горит желание, у нас всегда все происходит через игры, детям так нравится, дети так улыбаются, они так хотят приходить на занятия, они приходят за час некоторые, понимаете, но у них нет предрасположенности к футболу. Мы этих детей все равно просматриваем какое-то время, а потом честно родителям говорим, что пока рано или нужно немного подождать. Первый этап просмотра у нас длится около 2 недель, и когда мы уже после этого этапа мы не отбираем детей, потому что на этом этапе так это слишком жестко будет сказано, мы просто говорим, кому уже можно, а кому еще рано, понимаете? И потом уже какое-то время более длительное наблюдаем, потому что есть дети, которые только спустя полгода раскрываются. Давай, Амир, он уже его тронул. Умница, Нестор, отлично. Поймал. Молодец, Амир, поймал. Дауд, просыпайся, Даудик. Думай, Неся, думай, Дауд. Дауд, нужно думать. Вот, нужно думать. Поехали. Задержаться, отлично, Нестор. Раз-два. Не спеши. Внутренне, внешне. Отлично, Неся, отлично. Поехал. Внутренне, заново, Дауд. Есть очень много академий в Европе, Барселона, Реал Мадрид. И наши дети ничем не хуже их, понимаете? Просто их же взращивают, их же воспитывают. И этих одних европейских детей воспитывают в атмосфере раскрепощенности, любви, добра и свободы действий, то есть импровизации, а наши дети в жестких рамках, понимаете? И потом, когда дети взрослеют и встречаются друг с другом, силы вообще не равны. Мы только пока здоровее, пока сильнее, мы можем обыгрывать эти команды. А потом... Я имел опыт обыгрывать такие команды, например, как амстердамский Аякс, но я так сильно устал, мне так долго я никогда не бегал за мячом, знаете, то есть и выиграл, и никакого удовлетворения не было от победы. Еще чем отличается европейская школа от школы российской? В Европе на детский футбол делают огромный упор, потому что это будущее. И тренеры получают очень хорошую зарплату, и им не приходится искать дополнительную работу, чтобы восполнить то, чего им не хватает, понимаете, потому что у них тоже есть семьи. Как бы они не любили футбол детей, для них это тоже работа. И у них такая заработная плата, что им не приходится думать ни о чем, то есть они с утра до вечера погружены в футбол, где они думают о детях, о их проблемах, понимаете? То есть на сегодняшний день мы пытаемся примерно, хотя бы на уровне Абхазии, создать такое, чтобы мы не работали где-то еще, а думали только о детях, понимаете? Потому что даже сегодня у нас с родителями настолько доверительные отношения, что мы решаем бытовые вопросы детей через нас. Мы же для них сегодня какие-то авторитеты, какие-никакие. То есть тренер сказал, тренер. Мы даже не говорим им свои имена. Нас дети называют тренер, понимаете? Чтобы они понимали, что они главные. Они важны сегодня. Мы просто им помогаем, понимаете? Мы им не мешаем. Некоторым просто не нужно мешать, они сами будут развиваться. Иахьазы арҭ арԥарцәа ахьӡарҳаразы ауп аус зыруа, ирҭахуп ауаа ирыхәашак аҟаҵара. Макьаназы рымчи ирылши еизхоит. Раԥхьаҟа аҳәара агәҭакқәа рацәаны ирымоуп, аха уи атәы аҳәара мап ацәыркит. Аамҭа иаҳнарбап рҳәоит, уажәазы рхы рыԥсы зегьы азкуп ахәыҷқәа рзы аҽазыҟаҵарақәа аинтерес аҵаны имҩаԥысыртә еиԥш аиҿкаара. Вообще такая тенденция, и вообще всегда было так, ребенок приходит на футбол играть, забивать голы, то есть у детей футбол ассоциируется с голом. Все приходят забивать голы, и почему-то никто не приходит отбивать мячи. То есть никто не хочет быть вратарем, и даже родители детей подначивают: не стой в воротах, не отбивай мячи, а то на ворота поставят. Знаете, на самом деле это очень важная позиция. Во-первых, если ты вратарь, ты постоянно играешь в основном составе. И все хотят забивать голы, но и команда соперника хочет забивать голы почему-то, и никто не хочет отбивать. И у нас практически нет вратарей, нам приходится просто чередовать детей, они стоят по очереди. И вот если бы у нас был хороший вратарь, то это очень сильно облегчило нашу судьбу дальнейшую. И на самом деле очень важно, чтобы молодые люди
у них тоже появлялось желание быть тренерами, детскими тренерами, учиться, самое главное учиться, потому что есть много упражнений, но и много вообще всего прочего, но с ними нужно работать. И мы бы с удовольствием взяли бы к себе в академию молодых людей, у которых есть энтузиазм, которые хотят учиться и зарабатывать тоже, соответственно. И мы всегда готовы, открыты что-то узнать, что-то рассказать. Мы общаемся с людьми из-за рубежа, из России, из Европы. Каждый день поддерживаем с ними какую-то связь, получаем что-то новое и беседуем, то есть с более взрослыми коллегами, с профессорами мы постоянно беседуем, высказываем свое мнение, обмениваемся мнениями, что-то слышим, как от старших коллег, поэтому нам есть что рассказать, есть что объяснить, и мы были бы очень рады. Сейчас дети приходят, их привозят на машине, они тренируются, уезжают домой и все. А раньше мы приходили на футбол, играя с мячом, играли в футбол, уходили с поля, играя с мячом, и потом приходили домой, бросали вещи и выходили еще играли в футбол. Понимаете, сейчас немного по-другому, но я надеюсь, мы исправим. Но это же тоже любовь у них, да, или не любовь? У них тоже любовь к футболу, просто у этой любви появляются конкуренты в виде бесплатного Wi-Fi, например, понимаете? Это очень сильный конкурент, с ним вообще я не знаю, как с ним бороться, я не знаю, как бы я с ним боролся, я очень счастлив, что у меня не было такого противника. Иааидкылан аԥсуа шьапылампыл ҳалацәажәозар аспортсмен иажәақәа рыла иахьазы маҷк аҿиара амаӡам. Уи зыхҟьо амзызқәа маҷым, аԥара амамзаара, иара аспорт аҿиара амҩа ианызҵо ауаа рыҟамзаара уҳәа убас иҵегьы. Аха уаҵәтәи аԥеиԥш ҟаларц азын иахьа ахәыҷқәа рыла иалагатәуп. Убри ауп академиа тренерцәа рнапы злакугьы. Все знают проблемы, но никто не знает, как решить эту проблему. Всегда у нас все упирается в средства, что нет помощи и так далее. Но были моменты, когда и помощь была, и средства были какие-то, но как-то неправильно мы ими пользовались, наверное. Сегодня, мне кажется, что будущее – это детский футбол. Мы пытаемся как-то возродить детский. Именно поэтому мы так, именно вот мы, чем мы занимаемся, мой коллега Нукзар Ханагуа, Гиви Тодуа, мы решили начать с себя. То есть мы еще, по сути, мы еще ничего не сделали. Мы просто собрали детей, дали название нашему сообществу и как-то пытаемся это все поддерживать. Мы учимся, мы пытаемся совершенствоваться, мы не стесняемся того, чего мы не знаем, узнаем и как-то пытаемся начать с себя, своим примером каким-то показать. Мы абсолютно еще ничего не сделали, ничего не выиграли, никого не воспитали, и мы начинаем с нуля. Получается, у нас не получается, со стороны, наверное, скажут, со стороны, наверное, видней. Мы думаем, что на сегодняшний день именно такой подход, именно вот то, как мы это делаем, для нас самое нужное сегодня, чтобы дети, во-первых, были оторваны от улицы, это самое главное, потому что после 10-12 лет, когда вот предпубертатный период и такое вот переменчивое настроение у ребят, их тянет на улицу, и мы хотим этого избежать и вернуть большой спорт в Абхазию. Иеиуеиԥшым аамҭақәа рзын Аԥсны шьапылампыл еснагь пату акәын ари аспорт хкаҳтәылахь инықәнагала инаркны азҿлымҳара ду аман ахәаԥшцәа рганахьалагьы, аҳәынҭқарра аганахьалагьы. Иҟан уи иадҳәалаз атрадициа бзиақәагьы. Урҭ анархароу урҭ азы иахьа ацхыраара аҭатәуп. Иҟалап уи иабзоураны ҳаԥхьаҟа Европатәи акомандаҿы ихәмаруа ашьапылампыл асыҩцәа ҳаургьы.